Сейчас мы еще людям. Это человек, даже интернет. Дальше. Легко будет так. С моих слов поверен, но и прочитано. Только подпись. Это что? Это его. Так он не предоставил, да, документы никакие? Да. Потому что я хочу сейчас через интернет подам уже и в Росгвардию напишу. Уже запрос. Чтобы установить его личность, нужно было на него заявление написать. Эти-то уже потом приехали. Они приехали где-то уже, ну, перед вами буквально минут 5-10. А это все время вот как бы молчал, ходил вообще. Я ему вопросы задал, он молчит. Значит, ваша ручка, кстати. Сейчас вы вот его хотите. Я просто хочу узнать, кто он, и напишу заявление уже в Росгвардии, потому что это уже не компетенция полиции, да, получается. Ну, что смысл какой написать? Я сразу в Росгвардию напишу, что вот такой-то, такой-то видеозапись уже в интернет залью и приложу уже как ссылку к заявлению, чтобы они сразу проверили, что вообще за человек, как он вообще здесь сидит. Получается, они стажера наделили полномочиями. Сейчас они не могут предоставить это. Но они обязаны, Они понимаете, что... предоставят, когда проверка будет проводиться. Но они должны по требованию полиции, если они не предоставляют. Они говорят, вот смотрите, они ссылаются на то, 19.3 вы же можете, а он отказывается предоставить, хотя он обязан. Не мне, а полицейскому. Я вам могу представить. Не представьтесь. Ну, так вы не просили меня? Ну как не просил? Ну хорошо, не просил, ну да. Потом разберетесь, что это. Да. Вы представьтесь, если хотите. Я вот к этому человеку подходил, он даже мне дал заснять его. Разговариваем, мы сейчас вот как раз по заявлениями будем разговаривать в другом месте. Ага. В прокуратуре встретимся. И в Росгвардии еще тебя позовут. Кабинет начальника. Вызовем тебя. И МВД не поможет. Кто там тебя крышует? Бандит с 90. Ну, кидался же на меня. С таким еще этим прямо. Какой он провокатор? Слушайте, да? Какой провокатор? Какие слова он понимает? А что, я не могу говорить, что ли? Нет, вы провокатируете сейчас, понимаете? Нет? Сами. А ты не кидался на меня? Кто кидался-то? Я говорю, сейчас тебя выкинем отсюда, с режимного объекта. А? Какие слова? Вот, видеокамера снимает. Вас тоже снимает видеокамера. Ну и что? Поэтому что снято? Ты же меня хотел выкинуть с режимного объекта. А сейчас, говорит, полицию ведь, если на тебя вызовут. Я говорю, я уже вызвал, говорит. Сейчас подъедут. Он сразу остепенился. А тут меня полицией начал пугать. Сейчас, говорит, тебя скрутим, выкинем тебя вон с лестницы туда, полетишь. Вот этот человек. И причем это записано на видео. Ну, где надо, я покажу. Сейчас, ну, где-то через часик увидишь в ютубе. Хорошо, давай. Посмотришь на свое поведение. Я даже не буду монтаж делать, прямо так и выложу. Пусть посмотрят. Угу. Нет, наверное, не сегодня, завтра, наверное. Я сначала лучше отправлю самому руководству в редакцию. Пусть там редакция занимается тобой. У меня Калмаза Набара давняя история еще, неразрешенная. Что вы мне рассказываете? Отойдите, просто я общаюсь с полицией. Общаюсь? Я Алмаз Навары. Я что, Алмаз Навары работаю, что ли? Ну, твоя же компания.
Твои же хозяева. Алмазы. Ну как тебя зовут-то? Как зовут? Тимур. Ну, а фамилия? Меня не обязан. Меня тогда зовут Джон Псаки. Старик Хаттабыч. Ты меня пропустишь, если я скажу, что я старик Хаттабыч? Нет же? Странно. Сами требуют документы с граждан, а сами ничего не предоставляют. Ну, ничего не должны. У вас как бы все документы есть, да, что там? Да ничего у них, но они же не могут вам даже предоставить. Даже служебное удостоверение ни у кого, ни у одного нету из них. Представляете, как они вот в рабочее время находят и без удостоверения. И еще какие-то права гражданам предъявляют. Требования, то есть. Это же вообще немыслимо. Это какое? Сотрудник полиции, Росгвардии, все предоставляют. Судьи. А у этих целый закон для них написали. Охранная деятельность частная. Они вообще ничего не соблюдают. Для граждан никакой информации нету. Информация это что? Ни подписи, ни печати, ни распоряжения никакого, ни договора нету. О, Господи, что за страна такая? Да. Ничего не меняется. Как в 90-е были, так все это. Только все стали делать шито-крыто, хитрости. О, пишет. Писатель пишет. Рассказ. А чьи это перчатки? Полицейские, да? Перчатки. Ну ты сам закон-то изучал хоть о частной охранной деятельности? Проходил обучение? А где ты проходил обучение? Ну где ты проходил? Я же все равно узнаю. Я же тебе говорю, у нас родственники начальник Росгвардии. Я все равно это узнаю. По Якутии начальник Росгвардии это наш родственник. Прямой. И ты уже охранником работать не будешь, понимаешь? А всего-то надо было назвать свое имя и фамилию, и все. Повторяю вас еще раз. Вы не просили меня представиться. Если вы снимали видео, вы можете это посмотреть. А предоставить удостоверение это что? Вы тоже этого не просили. Ну, конечно. У вас же ведет видеосъемка. Ну ясно. Все. Угу. Артем, да, говоришь? Ну, молчи лучше, Артем. Все понятно, никто ничего не просил. Но я хоть на тебя пьяный не кидался, не угрожал тебе убийством, а ты уже потом напишешь, что я тебе тут с ножом на тебя прыгал или еще что-нибудь там, а потом видео с камер наблюдения не сохранились, поэтому мы не можем предоставить. Оскорблял там тебя. Унижал, заставлял отжиматься. Да? Сейчас тебе начальник скажет, ты это напишешь. Я же это знаю все. Знаешь, сколько заявлений уже за свою жизнь прочитал, объяснений. Да, сидеть на своем рабочем месте, не иметь при этом никаких документов, подтверждающих свою работу. Это вообще... Ну все, я тогда свободен, да? Пойду. Чем мне их ждать? Пусть пишут, пусть... Угу. Хорошо. Ну вы так личность не установили, вот так он отказался предоставить вам, получается. Еще раз? Документ, удостоверение своего охранника, он частного охранника, или личную карточку он не предоставил? 19-е не будете составлять? Ну вы же требовали у него предоставить? Мы установили же личность. Личность установили, сейчас... Нет, не установили. Незаконная охранная деятельность. А личность-то кто он? А? Он же отказывается предъявить. Личность свою.
Удостоверение он должен предъявить. Но он со слов же представился. Он полиции обязан предоставить, просто обязан. Поэтому я вас вызвал, чтобы вы у него проверили. Мне он может отказать, я могу потребовать, но он может отказать, понимаете? Вот А вам он, При вас же он сказал, что у него нету. ну вот, Нет у в него. вашем присутствии он удостоверяет мне, что он имеет право здесь сидеть. Ну, как бы охранником действительно. Понимаете? Я в этом не убедился, что он охранник, что у него есть документы. Вот все. У него личной карточки даже нет. Личной карточки нет, я же не удостоверился, кто он. Я же для этого и вызвал, чтобы удостовериться, кто человек, который ко мне предъявлял требования, который ограничивал мои права. Так получается. Ну, получается, вы только заявление приняли и все. А личность его так и не установили, и мне как бы. Личность мы установили. Лично. Кто он такой? А документ о том, что он стажера нету здесь. Да вообще, что он охранник. Господи. Поэтому документы, которые вы написали, и они написали, сейчас в участковом пойдут, участковый уже будет работать на этой почве. Ну, смотрите, он Законной сидит, деятельности. он как должностное лицо, да? Да. При исполнении служебных обязанностей Да. по договору. Он не может подтвердить свои полномочия, даже вам. Кто он тогда получается? Он имеет право какое-нибудь, в данный момент его должны, по идее, руководители снять и убрать его с поста. Смотри. Только давай. Газ, вот это карточка, все есть там. При нем должно быть, да, карточка, личная карточка охранника. Удостоверение, это все, что там где-то лежит, это не то совсем. У него при нем должна быть личная карточка охранника. Если карточка мы объяснили, объяснение все есть. И должен быть бэджик. Если он я объяснил. стажер, Все написал, меня, все есть. ваше объяснение, вы для меня никто вообще. Человек дает объяснение, который вообще не может свою даже удостоверение предоставить, что он сотрудник этой компании. Как его удостоверить? Я объяснение написал, все есть. Поэтому Человек как бы с улицы зашел и говорит, что он какой-то там у меня с собой руководитель. есть паспорт, понимаете, нет? И что? Я замгенерального директора, с собой каждый день не обязан. Поэтому все зафиксировано МВД, Росгвардии, все есть документация. А гражданам вы ничего не должны, да? Гражданам? Это вы должны были там свою Я показать. должен. Ну да. Вы же подошли Ну сюда. все ясно. Зайти сюда. Идите. Вы Вы выйдите. только должны в этом Выйдите. МВД своему. Все, там, вы написали, понятно, все. У вас обязанности перед гражданами нет, а требовать только имеете, да, право? Ясно. Ясно. Участковый позвонит. Ну вот так меня и не пропустили в экспрессе. Может, вы посодействуете, чтобы я прошел? У вас паспорт есть? Нет у меня. Я вообще документы никогда не ношу. Если вот такие вот качели, я сразу вызываю полицию. Просто я свои права знаю, что я не обязан никаких. Я не веду АДК, я иду в экспресс-сеть. Здесь не написано про экспресс. это А я не знаю, что я в нее не иду. Экспресс, Вообще. вы работаете там? Я клиент компании экспресс-сеть. Кто-нибудь, По кого-нибудь оплате. знаете? Нет. Ну как, это же фирма коммерческая. Просто оплатить за этот интернет. Я ему объяснил, что я в ВДК не иду, что нормально же зашел, пообщались. Я даже не знал, что здесь экспресс-сеть есть она или нет. Может, она в соседнем крыле. Начали мне тут качать. Не пустим. Что мне тут первый раз вижу, что здесь какая-то АДК сидит. Выгоните тогда экспресс-сеть и сидите тут как цари, охраняйте свои баронов, господ. Чем они занимаются? Золото полиметалл же золото, платину добывают, да? Ой. Вот там в Алдане руководители, вот бандиты этих золотых. Я на встречу ездил, там такие бандюганы сидят. Ужас. Все в золоте обвешанные. Чего ему надо? Чего надо? Да? Вот, документы вот. Документы. А, вы кто?
Нет, вы не приходите. Вы Вы не написали. пропускаете, да? Вы не можете Нет. посодействовать, да? Нет. Ну, я тоже заявление напишу. Ну, на полицию тоже буду писать. У вас документы, ну, вы что Я такое не предприниматель? обязан. Я Как не абонент обязан? компании «Экспресс-сеть», а не вашего ОДК. Понимаете? У вас должна быть... Ну, тогда ваших сотрудников вызовите. Каких моих сотрудников? Я Экспресс. абонент «Экспресс-сеть», я клиент. Ну, Вы понимаете, это коммерческая компания. у вас должна быть с собой... Давайте покажите, что вы это самое... С чего вы именно с эксперта чего документ- решили, что я чего-то должен кому-то? Ух ты. Вы везде должны пройти без документов. Здесь охраняемая зона, понимаете, нет? Где Режимная это зона. написано? Ну, в документации все написано. Пропускной режим. Режимные объекты Да, в Минюстере режимные, да. регистрируются. Все, ладно. Это объекты энергетической обороны. Вот, блин. всё. Ничего не знают Вы вообще сам законов это- еще. Вы заявление написали, мы заявление написали. Ну, вы мне не посодействуете пройти. Да вы не читайте, это их фельдкинограмма-то хотелка. Тут даже ни ты- печати, ни подписи нету. Они вас должны с оригиналом приказа хотя бы Нет, вы какую ознакомить. организацию хотели пройти? Тогда скажите. Экспресс-сеть. Экспресс-сеть. 308 Ну, вы кабинет. возьмите разве пропуск-то. Я не хочу брать принципиально. Почему? Ну. Почему вы из меня раба-то делаете, а? Нет, Почему ну, я должен нет, подчиняться ну, каким-то возьмите вашим... разве дайте документ любой, разве этот пропуск возьмите, пройдите. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? У меня нету документа. Ну нету, тогда сходите, возьмите документы свои. Нету у меня. Я Вообще паспорт документов нету. уничтожил, паспорт Российской Почему? Федерации. Почему? А я что, не имею права, что ли? Как уничтожили? Вы А же- вот так вот. Как вы уничтожили паспорт Российской Я Федерации? гражданин Советского Союза. Ты об этом знаешь? Нет? Я рожден в СССР. Зачем мне твой паспорт Российской Федерации? Может, ты меня еще с паспортом СССР не пустишь? Ну, СССР где паспорт? Дома лежит. Ну, тогда принесите На паспорт. Халдурина 14 А я не обязан вообще никому ничего показывать. Смотри, какая Российская Федерация. Российская Федерация – это управляющая компания. Она преемник СССР по долгам Ладно, все. и обязательствам, если ты знаешь. Но никак не имущественно. Никто не передавал Российской Федерации имущество СССР. Вот то, что твоя этот АДК награбила, золото грабит, ресурсы природные, принадлежащие народу. Никаким образом Российской Федерации это не передавалось. Вот ознакомьтесь. Ага, я знаю, что такое вот это вот твоя АДК. Это бандиты, которые грабят Россию. Полиметалл, вот эта вот группа. Прохоров, Потанин, Абрамович, все вот эти вот. Они Российскую Федерацию создали, чтобы грабить ресурсы народа. А вы вот такие вот. Еще самоуправством занимаетесь. Все прихватизировались в свои руки, все природные богатства, все, что в СССР создавалось. Смотри, какие господа служат господам, то есть. Сладко живут. Да в интернете посмотри эту информацию. Повторите ваши слова. Полно про Вы сейчас Российскую. что сказали? Про полметалл. Что сказали? Вот у тебя видеозапись ведется. Да. Смотри. Нет, ну скажите. Что? Повторите, что вы сказали насчет полуметалла. Кто они такие сказали? Кто? Алмазного кто сказали? Ну повторите, вы же только что сказали. У меня, Я сейчас у включу меня фильм. записано все, что я сказал. Ну видите, а сейчас сам, я могу сейчас я что записать, понимаете? нет? Ну записывай, пиши заявление. Написали же мы? Напиши Прохорову, они любят он людей вывозить и убивать за лес. Потанину своему. Как будто никто ничего, как будто люди не знают, кто такие Прохоров и Потанин. Это преступники 90-х, они людей пачками вывозили. Чтобы вот эти предприятия по мелочи сначала хватали. Там больше, больше, больше. А их никто не посадил, никто не расстрелял. А сколько людей они загубили? Вот такая вот компания. Тут еще центр юридической помощи. Полиметалл. О, господа жизни. Давай, давай, давай.